Здравствуйте. Сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Елена Фраимовна, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации в нашей республике. Добрый день. Сегодня на территории республики на 15 декабря наблюдается стабилизация ситуации по новой коронавирусной инфекции. Так, сегодня выявлено 200 новых случаев, из них 19 это вирусоносители. Значит, всего наибольшее количество зарегистрировано, как обычно, в городе Якутске, 90 случаев. Надо отметить, что идет тенденция к снижению, но мы видим, что набирают обороты территории нашей республики. Так, за 15 число у нас зарегистрирована новая коронавирусная инфекция в 22 районах нашей республики. Максимальное количество это в Мирнинском районе 16 случаев, в Алданском 14 случаев, в Нерюнгринском и Мегино-Кангаласском по 10 случаев, в Вилюйском, Верхневилюйском и Татинском по 7 случаев. В остальных районах нашей республики от 1 до 5 случаев новой коронавирусной инфекции. Надо отметить, что все равно у нас идет тренд к снижению. Мы сегодня снизили коечный фонд. Если это было буквально 2 недели назад свыше 3000 коек, то сегодня это 2579. Заполняемость коечного фонда сегодня по республике составляет 56%, что говорит, конечно, о стабилизации ситуации. Уменьшается количество тяжелых больных и увеличивается количество амбулаторных либо вирусоносителей. Также в определенном уровне находится заболеваемость среди детского населения. Она не растет уже в течение, наверное, почти 2 месяцев. Сохраняется от 1 до 3% на больничной койке. Также хотелось отметить, что количество исследований сегодня у нас уже свыше 820 тысяч за весь период пандемии. Мы укладываемся сегодня в режим от 1 до 2 суток по выдаче анализов. С момента поступления лабораторного материала в лабораторию, за исключением транспортной доступности. Но надо сказать, что в рамках федеральных средств и республиканских средств резервного фонда мы дополнительно до конца года открываем еще лаборатории на территории Вилюйского, Ленского, Татинского районов, которые позволят нам как раз-таки охватить большее количество ПЦР-исследований у этих категорий, живущих на данной территории, наших пациентов. Активно внедряем методы ИФА и ИХА. Сегодня практически все медицинские организации и районы закупили данные тесты. Есть ряд районов, которые работают над этой проблемой, я думаю, что до конца года и это тоже будет реализовано. Хотелось бы сказать еще про вакцинацию от ковид. Мы получили 300 доз вакцины. На прошлой неделе, в пятницу, начали вакцинацию, и буквально вчера получили дополнительно 500 доз вакцины, которые будут также реализованы, как предыдущие, для врачей, работающих в красной зоне. Итого 842 дозы новой вакцины от ковид наша республика получила. Мы ожидаем поставок, которые будут по разнарядке Минздрава Российской Федерации для прочего медицинского персонала, который работает в амбулаторном звене, либо, значит, в стационарах, не задействованных под ковид. И только после вакцинации по всей территории страны медицинских работников, социальных работников, наступит вакцинация массовая для населения. Значит, хотелось бы сказать, что все препараты по федеральным деньгам и дополнительным средствам из республиканского бюджета для амбулаторных пациентов практически во все районы доставлены. Мы вот буквально вчера выезжали с командировкой Мегино-Кангалас, Хангаласский район, рассматривали в том числе на наличие фельдшерских пунктов, амбулаторных, значит, в амбулаториях по наличию лекарственных препаратов. Везде имеется полный перечень средств, которые рекомендованы для лечения пациентов в амбулаторных условиях. Но я призываю всех, все наше население все равно оставаться более бдительными, продолжать ношение масок, соблюдать социальную дистанцию, особенно сейчас, в предновогоднюю суету. Хотелось бы, чтобы особенно при посещении торговых центров, каких-то торговых площадок, мы были более аккуратны и заботились о своем здоровье. Всем благополучия. Спасибо большое. Это был брифинг регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Далее эфир продолжим выпуском новостей и коротко о главных темах. Авария на подстанции привела к отключению электроэнергии в 5 населенных пунктах Нерюнгринского района. Недельный маршрут по достопримечательностям Якутии предложат на новогодние праздники. Одной из точек станет полюс холода Эмикон.
Теперь об истории Алекминского района можно будет узнать, открыв книгу, изданную к юбилейной дате – 90-летию со дня образования. Авария на подстанции вызвала нарушение в подаче электричества в 5 населенных пунктов Ниренгринского района. По предварительной информации, вышло из строя реле выключателя. Сколько населенных пунктов осталось без света и когда устранят аварию, узнаем у наших корреспондентов с места событий. В городе не работают также светофоры. В поселках отключение электроэнергии произошло одновременно с городом. По нашей информации, на самой ГРЭС электростанция работает, и поломка произошла где-то именно в районных электросетях. Было отключено водоснабжение, потому что насосы тоже встали. Так как сегодня у нас ударили еще большие морозы, то жители стали переживать, а не отключат ли отопление. Поэтому в соцсетях идет активное обсуждение, что будет дальше. Люди переживают, но тем не менее, по нашей информации, тепло будет и тепло никуда не денется. Сбой электроснабжения в Ниренгринском районе произошел из-за аварии на линии электропередач. По информации пресс-службы Ниренгринской ГРЭС, нарушение электроснабжения произошло из-за повреждения линии электропередач Дальневосточной распределительной сетевой компании. Сама электростанция работает в штатном режиме. Ниренгринская районная администрация опубликовала сообщение, что отключение электроэнергии является краткосрочным и будет в скором времени восстановлено. По сообщениям из социальных сетей, электроснабжение начало восстанавливаться, и свет появился в квартале Д, Г, МДЗ-3, а также в поселках Серебряный Бор, Беркакит и Енгра также электроснабжение уже восстановлено. Мы ждем дальнейшей информации и следим за ситуацией. Добавим, что без электричества остались около 55 тысяч человек. Население Ниренгринского района насчитывает 73 тысячи. В столице Южной Якутии температура за окном сейчас держится на отметке минус 42 градуса. И ведь ситуация в Якутии остается сложной. В среднем в день выявляется по 200 случаев коронавируса. Завершается прививочная кампания от ОРВИ и гриппа. Начинается вакцинация от COVID-19. Первые дозы распределены между медицинскими работниками, работающими в красной зоне. Об этом говорили на очередном заседании оперативного штаба республики, которое накануне провел глава региона. Айсан Николаев выразил обеспокоенность обстановкой в ряде районов. Он поручил держать на контроле ситуацию в интернатах, учреждениях образования, в том числе в Мигино-Кангаласском районе. Среди главных задач на ближайшие 2 недели глава назвал недопущение роста заболеваемости в предпраздничный период. Особо отметить, что сейчас уже наступает пора предновогодних различных мероприятий. В том числе, конечно же, мы видим оживление и в торговле, в торговых центрах. Здесь бы я просил, чтобы Руслан Михайлович у нас по всем районам работа по контролю деятельности торговых предприятий шла. Особое внимание, конечно, город Якутск. Так, здесь необходимо работу нам дальше выстраивать, не то что выстраивать, дальше в целом на том уровне, котором она у нас в высоком была, на том ее поддерживать. Вот. По образовательным учреждениям, в принципе, понятно, что у нас ситуация позволяет сейчас без особых проблем доучиться до конца четверти. Хотя, конечно, вот уже понижение температуры, которое сейчас у нас наблюдается, оно уже ведет к тому, что многие сейчас уже из-за актированных дней переходят на дистанционное обучение. Многие школьники, в том числе в городе Якутске. Третий по счету национальный парк Момский создадут в Якутии. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» в правительстве региона подготовлено распоряжение о создании Лаптево-морского заповедника в Анабарском районе. Также идет работа по созданию заповедника Большой Таку в Ниренгринском районе. Об этом нашему телеканалу сообщил министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев. Напомню, что в рамках нацпроекта «Экология», инициированным президентом Владимиром Путиным, в республике было создано 2 национальных парка – Ленские столбы в Хангаласском и Кыталык в Алаиховском районе. Создание новых федеральных бюджетных учреждений, особо охраняемых природных территорий, дает возможность усилить работу по сохранению биоразнообразия в Республике Саха-Якутия, повышению статуса особо охраняемых природных территорий республики до
федерального значения. Ну и, конечно, получение рабочих мест с полным содержанием за счет федерального бюджета и полной комплектации материального обеспечения. Якутия получит более 48 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие агропромышленного комплекса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. Общий объем финансирования регионам составит 6 миллиардов 740 миллионов рублей. Эту сумму распределят между 34 субъектами, которые поучаствовали в отборе инвестиционных проектов. Средства можно направить на создание и модернизацию молочных комплексов, селекционно-семеноводческих центров, хранилищ овцеводческих ферм, а также пенькоперерабатывающих предприятий. Всего предлагается поддержать 102 инвестиционных проекта. По каждому из них из федерального бюджета компенсируется от 10 до 25% фактической стоимости. В Министерстве предпринимательства региона сообщили, что туроператоры предложат на новогодние каникулы недельный маршрут по посещению основных достопримечательностей Якутии. Уже открыта продажа туров на один из полюсов холода в село Аймикон. Туристам предлагают познакомиться с культурой и традицией коренных народов, экстремальным северным коневодством и побывать у оленеводов. Расстояние от Якутска до Аймикона составляет 950 километров, а маршрут проходит через Верхоянские горные хребты по Колымскому тракту. В ведомстве отметили, что гости региона смогут вернуть до 20% потраченных на новогодние туры средств по программе туристического кэшбэка. Путешествие должно завершиться до 10 января 2021 года. Мощное цифровое радиовещание планируют в ближайшее время запустить в Якутской Арктике. Отмечается, что к разработке системного проекта ТЦТР привлечены ведущие отечественные институты и проектные организации. Они проводят оценку и расчет зон уверенного приема, которые должны быть устойчивы по времени суток, невзирая на сезонные изменения в течение всего года. Планируется 100% охват территории Якутии, части Северного морского пути и Новосибирских островов. Ожидается разработка частот и запуск пилотного проекта. Фильм «Черный снег» якутского режиссера Степана Бурнашова одержал победу на самом крупном российском кинофестивале «Окно в Европу». Картина получила не только главный приз конкурса игрового кино, но и приз гильдии продюсеров России. О «Черном снеге» и титуле Гран-при узнаем у Айсены Бурнашовой. Обычно мы здесь встречаемся в августе, но в этот раз собрались в декабре. Распахнули окно в Европу уже в 28-й раз. В этом году кинофестиваль, конечно, прошел по-особенному. Участники в защитных масках, зал без зрителей, показы только онлайн. Но нюансы 2020 года не помешали членам жюри вынести свой вердикт. Из 70 представленных на конкурс фильмов анимационного, игрового и документального жанров они выбрали главную кинокартину. Главный приз получает фильм «Хара-Хар. Черный снег». На церемонии закрытия у меня, конечно же, была надежда получить приз, но я не рассчитывал на главный. Было большое удивление, да. А потом еще второй раз вышел на сцену, получил премию гильдии продюсеров России. Из-за этого мы были очень рады. Главный герой фильма – дальнобойщик Гоша. Он возит товары в отдаленные районы Якутии. Вместе с этим промышляет и суррогатом. В погоне за большим рублем он забывает о совести. Но рок судьбы, своего рода расплата за плохие деяния, настигает нечистого на руку героя прямо на ледовой переправе. Фильм мы делали честно, мы трудились ради идеи. И особенно хочу похвалить Федота Львова, он вообще мастерски выполнил очень сложную роль. Я дал такую сложную задачу актеру, но актер это передал и сделал как надо. Съемки фильма при минус 40. В локациях пейзажи сразу 3 улусов и окрестностей Якутска. Удивительно, но сценарий фильма Степан Бурнашов заложил еще в 2014 году. Для выхода киноленты понадобилось 6 лет. Режиссер отмечает, «Хара-Хар» основан на реальных событиях, поэтому каждый зритель после просмотра сможет вынести свою правду, прочувствовать хрупкость жизни и увидеть черный снег Бурнашова можно уже через месяц. Выход на экраны якутских кинотеатров
кинотеатров планируется 29 января следующего года. Айсена Бурнашова, Джур Березкин, Выборг, Москва. Республиканский онлайн-конкурс гитарной песни «Знаете, каким он парнем был» прошел в Амге. Мероприятие посвятили 65-летию со дня рождения общественного деятеля, мелодиста Дмитрия Емельянова. Его песня на стихи Савы Тарасова «Заветное желание» является хитом, который хранится в золотом фонде песенного творчества Якутии. На конкурс с работы отправили 49 участников со всего региона. Среди них были школьники, студенты, авторы-песенники. Оценивали их артисты якутской эстрады, мелодисты и писатели. По итогам конкурса номинации гран-при удостоен Юрий Михайлов из Верхневилюйского района. Также специальный приз «Гитару» семьи Емельяновых вручили Дмитрию Наумову. Всех участников конкурса удостоили номинациями и памятными призами. Конкурс проведен, конечно, для того, чтобы песни его жили, помнили, чтобы мелодии звучали и, как говорится, не забывались. Я была в составе жюри. Жюри было очень строгое, и оценка была как бы раздельно, каждый мы отдельно судили. Теперь об истории Алекминского района можно будет узнать, открыв книгу, изданную к юбилейной дате 90-летию со дня его образования. Презентация прошла в формате онлайн через платформу Zoom. О новом издании. Елена Фаст. К 90-летию Алекминского района прошла презентация книги «90 лет району». Работа началась давно, делится редактор книги. Точнее, подбирался материал, фотографии, история. В какой-то момент, когда вот надо было собрать нам какой-то исторический материал о наших бывших руководителей, в итоге как бы такого общего целого и вообще как бы о развитии района, начиная вот советский период, такого у нас такой цельной картины нигде не было. Ну, можно было бы где-то в архивах искать и цельно. И вот тогда появилась идея как бы создать к 90-летию района такую книгу. Достаточно богатый, да, материал. В основу книги вошла рукопись Ефрема Ивановича Кузьмина, можно сказать, историческое свидетельство. Он вообще как бы легендарная такая личность. Он был соратником Платона Алексеевича Юнского. У него его биография – это вот биография страны, наверное, в советский период. То есть он устанавливал советскую власть, был репрессирован, был министром здравоохранения республики. То есть вот в то нелегкое время. Многое удалось узнать и сохранить теперь уже в книге, благодаря материалам Торговкиной Антонины Алексеевны, долгое время проработавшей директором музея. Историю становления сельского хозяйства подготовила Тамара Тимофеевна Курчатова. Историю пишут люди. С этим утверждением я в очередной раз согласилась. Моя статья называется «История сельского хозяйства Алекмы». И когда я работала в библиотеке, в архиве, то постоянно сталкивалась со знакомыми именами. Например, как составная часть истории сельского хозяйства идет история становления Алекминского МТС. К сожалению, тираж книги пока небольшой. Часть книг в этот же день была передана директору межпоселенческой библиотеки. Собрать, как раньше, людей в сегодняшних условиях невозможно. Поэтому вся презентация транслировалась через платформу Zoom. Но организаторы заверили, у каждого будет возможность увидеть и книги, и видеофильм, также специально подготовленный к юбилейной дате. Духовная столица стоит веками у живой реки. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.